очень интенсивная и интересная программа. Я вчера тут присутствовал с утра до вечера, и прямо, как говорится, скучно вообще не было. Такие встречи нужны. Архитектура – это основа всего нашего общества. Поэтому архитектуру надо, конечно, понимать и уважать. Архитекторы хотят креативить, они хотят что-то делать большое, их тоже можно понять, они люди творческие, мы люди творческие. Вот. А застройщики, конечно, часто экономят, это бизнес, все-таки мы не будем забывать. И, казалось бы, это совершенно несовместимые вещи, но мы считаем, что можно прийти к единому мнению, к единым решениям именно в таком простом диалоге, где мы можем просто в неформальной обстановке посидеть, пообщаться, высказаться, да, возможно, даже высказать недовольство какое-то, потому что оно есть, поблагодарить друг друга и обсудить все-таки решение, потому что наша главная задача не только застройщиков, девелоперов, архитекторов, мы не забываем, что мы все это делаем для наших граждан, для наших жителей республики, это чтобы нашим людям было комфортно жить в своих городах, в своих селах. Мы не будем забывать, что у нас есть села. И иногда я могу сказать, что чаще горжусь нашими селами, насколько они активны, насколько они креативные, открытые для нас. Да? Поэтому я очень рада и надеюсь, что именно в стенах квартала труда, да, мы в дружеской обстановке обсудим наши проблемы. Управление архитектурой, Центр компетенции организовывает такие мероприятия, видит задачу именно создания коммуникационной площадки для диалога, чтобы все участники процесса преобразования могли найти друг друга, плотнее общаться, и только так можно сделать более эффективные, более качественные, более интересные, прогрессивные проекты. Вот. Но у этих ребят, у которых есть творческие идеи, креатив, видение того, какой же должна быть современная архитектура, частенько не хватает технических каких-то навыков, скиллов, знаний. И очень важно понимать, например, как общаться с застройщиками, с подрядными организациями, потому что они будут строить эти объекты. И если понимания нет на стартовом этапе, это может уже развалиться на уровне стройки. Таких примеров у нас множество. У всех на слуху слово «мастер-план». А что это такое, с чем его едят, как его реализовывать? Даже у представителей администрации, власти, оно на самом деле достаточно размыто. Именно поэтому сейчас важно более плотно заходить в эти процессы. Но благодаря таким фестивалям, вот именно специалисты, главы муниципалитетов и городских поселений, мы узнаем много нового. Например, мастер-планы, механизмы финансирования по разным программам, что можно там внести, что можно дополнить в свой наследие. Полезность была в том, что мы, архитекторы, если раньше заказывали все через интернет и не ощущали, что мы заказываем, теперь уже из-за вот таких мероприятий, благодаря таким мероприятиям, мы уже можем посмотреть, по крайней мере, увидеть лицо партнеров наших, да, заказчиков, поставщиков. И теперь даже наши заказчики, они, как бы, смотря своими глазами, уже могут точно сказать: да, вот действительно это хорошие материалы, действительно, что мы залаживаем в проекте самые лучшие. Поэтому такие мероприятия очень важны именно как диалог. Конечно, мы с удовольствием решили представить свою продукцию, представить стенд. Очень приятно, что можно сегодня переговорить со всеми главами муниципалитетов, показать качество продукции, показать, как это важно. И очень приятно, что сейчас в республике реализовываются огромные проекты благоустройства. Задача реализации этих мастер-планов, да, это задача на годы и десятилетия. И мы видим, что есть дефицит кадров, да, кому их реализовывать. Да, ведь реализация зависит от людей на местах, и от управленческой команды, и от архитекторов и планировщиков, от бизнеса, девелоперов и жителей этих городов. Именно на решение этой задачи и направлена наша учебная программа. Вот, мы видим, например, что выпускники нашей школы, которые приезжали из Якутска, возвращаются сюда работать, да, становятся здесь архитекторами. Вот главный архитектор Намского улуса Анна-Мария Степанова, наша выпускница, архитектурное бюро «Намат» Ан Пугасич.
тоже выпускница Марш. И для нас это очень отрадно видеть, что те знания, которые мы даем, находят свое применение не в Москве, а находят свое применение в Якутии. Мне бы хотелось, чтобы подход к архитектуре, подход к образам, особенно национальной идентичности, был более глубоким. А для этого нужно соприкасаться со своей интуицией. И я считаю, что лучший способ – это, конечно же, ручная графика. Этим мы и будем заниматься. Через час у нас будет паблик-ток насчет нового проекта «Старого города 2», это на Залоге. И как раз будем обсуждать, смотреть вообще презентацию самого проекта вместе с проектировщиками, заказчиком, предпринимателями и вот заинтересованными лицами. И плюс нас пригласили в качестве экспертов, чтобы мы как-то дискутировали, общались насчет того, как мы видим вот будущее «Старого города 2». Проектирование в играх тоже есть понимание проектирования локаций, да? Но оно называется по-другому, называется level design, да, game design. Ну, принцип один и тот же. Надо создать локацию таким образом, чтобы игрокам было удобно перемещаться внутри. Соответственно, эта тема совпала, и поэтому мы решили поддержать данное мероприятие. И также создание общественных пространств с помощью игры Roblox, да? Это та игра, которую играют почти все дети в нашей республике. Почему мы эту тему затронули? Потому что мы не знаем переживаний детей, то, каким они хотят видеть свой двор. Мы сейчас дворы видим только с точки зрения безопасности, а с точки зрения функциональности у нас в основном проектировщики, да, работают, но они пытаются работать с детьми, да, но не все дети способны как бы правильно донести информацию, поэтому они в игре это могут сами реализовать теоретически, да. И мы видим, что мы, к сожалению, заметили очень такую вещь, что некоторые дети отходят от игры, исходят от игры, то есть у них предметом проектирования является игра, не сам двор, да. То есть, конечно, они очень многого не учитывают, конечно, они не проектировщики, но все-таки мы видим их склонности.